Assalamu alaikum, ахвой. Вайфонса. Альтамиров Ахмад, Боснига, Россия, экстрадируется. Манифест организовать, он قالا لوحة عن بولش الدنيا جبال بيه واتيزا شن روسيا بريدويك هما خليو ده أصلاً روسيا سيدعوي وشحيز وشويزا أدوكات شن حقع داج هم طلع زش ديت داج خانس وشحيز وشوتير ويدي غير داش تكودو بوسنيا عيد ليجا يدعوا صيغ تلوش أدوكات يكروك طلي تري سوق عبي ستة بسبر دي خلوق بوسنيا عيد ليج داش ليجا يا как президент другой ассоциации Борт Маршо содействовал в этой организации. Нас приняли в посольстве Боснии в Париже, и они решили у нас сегодня принять документы, которые мы объясняем ситуацию нашего соотечественника на боснийском языке. Это хорошая новость. Также мероприятия были проведены в Стокгольме и завтра будут проведены в Берлине. Мы надеемся, что он будет освобожден. Спасибо. Мы собрались в Стокгольме перед зданием посольства Боснии и Герцеговины, чтобы поддержать жителя Чечни Ахмеда Альтамирова, который был арестован властями Республики Босния и Герцеговина при выезде из этой страны. Дело в том, что Ахмед был арестован по запросу Российской Федерации по линии Интерпола. Россия обвиняет его в причастности к террористическим организациям на территории Сирии. Правозащитная организация Вайфон, проведя свое собственное независимое расследование, установила, можно с точностью сказать, что Ахмед Альтамиров не был вообще в Сирии, а все это время находился в Турции, где жил и работал. Тем не менее, власти Боснии посчитали иначе. И в ответ на запрос Российской Федерации Министерство юстиции приняло решение о том, что Ахмед может быть экстрадирован в Россию, так как Босния считает Российскую Федерацию правовым государством, и, соответственно, якобы для Ахмеда нет никаких угроз, если он будет экстрадирован в Россию. Министр юстиции подписал разрешение об экстрадиции 13 августа, при этом не был уведомлен адвокат Ахмеда. В данное время дело находится также на рассмотрении Европейского суда по правам человека, но уже через неделю Конституционный суд Республики Босния и Герцеговина будет принимать окончательное решение. Мы знаем множество нарушений, которые происходят как в ИВС, в СИЗО, так и в исправительных колониях. Да зачастую люди до туда даже и не доезжают. Есть многочисленные случаи похищений. Поэтому правозащитники уверены, что Ахмеду грозит серьезная опасность. Он может быть подвергнут пыткам, поэтому мы требуем, чтобы Босния остановила процедуру экстрадиции. Мы очень надеемся на боснийское правительство и на решение Министерства юстиции Боснии, что оно будет отменено или как минимум приостановлено до возможности полного изучения дела Ахмеда. На самом деле весь мир знает о том, что творит Путин, путинский режим. Путин не считается ни с какими законами, ни с какими правилами, ни с какими международными правами. Но даже зная это, когда кому-то выгодно, некоторые страны Европы закрывают на это глаза и все-таки выдают людей. Совсем недавно, вот на днях, выдали из Польши уроженца Чечни Байдуева Азамата, который на следующий же день был похищен. Также недавно выдали Аслана Яндиева из Словакии в Россию. И теперь на очереди Ахмед Альтамиров, которого также боснийские власти решили, закрыв глаза на все преступления России, закрыв глаза на то, что никаких справедливых решений суда в России нету, выдать Ахмеда Альтамирова. Саляму алейкум. Дорогие друзья, сегодня мы собрались у посольства Боснии и Герцеговины в Берлине для участия в демонстрации в защиту нашего соотечественника Ахмеда Альтамирова, который на данный момент задержан в Боснии и Герцеговине и ожидает своей экстрадиции в Россию. Мы бы хотели призвать боснийские власти не делать такой шаг, не выдавать Ахмеда на явную смерть и на явные пытки и унижения. Потому что в России для уроженцев Чечни это уже стало обыденностью. Ахмед Альтамиров обычный парень, который работал в Турции, и чтобы продлить
свою визу, решил выехать из страны и снова заехать туда, но, к сожалению, по прибытию его в Сараево он был задержан боснийскими властями, так как он находился в Интерполе.